Утроманы. Так, друзья, у нас гости сегодня. В это время приходят разные люди. Сегодня к нам заглянул на огонек директор Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Эльфир Якупов. Эльфир, доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Хочется спросить, что вот театр имени Галиаскара Камала открывает 111-й сезон. 111-й сезон. В моем представлении театр Камала — это 30 лет истории. Нет. Но 30 лет в новом здании, я так понимаю, да? В новом здании, да. Эльфир, расскажи, пожалуйста, вообще вот так немножко в двух Татарский словах. театр произошел свое существование, начиная с 1906 года. Вот как. Да, и в этом году нам 110 лет, 22 декабря это день наступит. И, Слушайте, ну это же юбилей. Юбилейный Поздравляем, год. Да. поздравляем. Спасибо. Мы придем. Алаберса. И 7 октября мы открываем свой 111-й юбилейный сезон. Это произойдет на площади перед театром. Так. На Фонтанной площади. Начнется это мероприятие с такой акции, доброй акции «Обними театр Камала». Так. То есть мы будем совместно со зрителем обнимать театр. Это произойдет в 16 часов. Выстроимся в цепочку. Такие акции уже проходили. Было «Обними Кремль». Подождите, а кто-то будет в воде или там есть, там все-таки есть вокруг? Есть. Мне всегда казалось, что там стена, и там за стеной сразу кабан начинается. Там байдарочники будут в воде, да. Если что, можно байдарочника Да, привлечь, да. Да, со всеми вместе мы обнимем театр. И вечером этого же дня, 7 октября, на большой сцене состоится спектакль «Голубая шаль». Это тоже традиция нашего театра. Уже много лет. С 26-го года, можно сказать, мы открываем свой творческий сезон с «Голубой шалью». Слушайте, с 26-го года? Да, этот спектакль Идет. «Голубая шаль» идет уже с 26-го года. Ой-ой-ой, ничего себе, а? Татарский театр, он очень богат традициями. Ага. И вот эти традиции мы дальше продолжаем. И в 110-летнем возрасте даже мы это как бы помним. И Слушайте, ну а это будет что-то, как капустник какой-то, или как это будет вообще выглядеть? Вот, на улице будет капустник. На улице пройдет в отрывки со спектаклей. Придут друзья наши с эстрады, друзья театра, поздравлять с нашим юбилейным сезоном, с открытием сезона. Это будет все на улице. Урамда салхан была бит. Салкын болса да анда тәмле шейлер торатачаклар. Нет, надо посмотреть прогноз погоды, может быть, и не так уж и... Нет, вот говорят же, Эльфир, то, что чаи будут раздавать всем. Да, Да, я понял, да, в любом случае чай тоже поможет каким-то образом. Ну нет, что там, 7 октября не должно быть холодно. И будет же как бы музыка, будут песни, помнят эти песни и отрывки со спектаклей. Люди будут танцевать, То есть тепло греться, в любом будет случае. тепло. Хорошо. Значит, а что будет внутри театра? Внутри театра мы планируем до начала спектакля провести еще экскурсию. для Вот, я всех. когда читал этот пресс-релиз, да, который Да. вы выпустили, значит, если можно так назвать, значит, и мне понравилось слово экскурсия. Что такое экскурсия по театру? Что увидит зритель? Зрители видят, вот вы приходите в театр, вы приходите Гардероб, лестница. да, зрительный зал, туалеты. Все. И спектакль. И буфет. сцену. Да, и буфет, да. Некоторые сразу в буфет. Да-да-да, есть такое. Но у театр еще он... это, во-первых, мы пускаем свое сокровенное, это закулисье. Это костюмерный цех, где у нас около 1000 костюмов, которых одевали народные артисты СССР. Ну, я знаю, Эти что- костюмы можно будет примерить и сфотографироваться. О, вот это да. Да. Ребята, это уникально. Пройти по грим-комнатам, увидеть, как это все, как усы накладываются, как накладываются бороды, как они делаются вообще. Слушайте, ну по поводу вот того, что большое количество костюмов, это правда, вот я об этом даже слышал и знаю, и действительно, но много ли желающих, если будет много, вернее, желающих, наоборот, как это будет? Или это только зрители, которые приобрели билет на это? Нет, там идет на сайте Инде запись специально только для тех, кто записался. А мы в течение сезона будем принимать заявки, кто хочет, кто желает, и специально такое отведем время для того, чтобы пройти экскурсию. Да. Здорово, друзья мои, потому что действительно театр Камала, это, я еще студентом там проходил практику, я помню, это огромный Завод, можно сказать. я хотел сказать завод, с языка сорвали. Сейчас Да. это огромный завод с большим количеством цехов. Да, мы вот декорацию сами делаем. У нас есть столярные
инженерный цех, у нас есть бутафорский цех, у нас есть декоративный цех, пошивочный цех, монтировщики. То есть мы, что увидит зритель на сцене каждый вечер, это создается руками наших работников театра Галиаскара Камала. Друзья, вот у вас есть такая уникальная возможность попасть на экскурсию. 7 октября Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала откроет 111 сезон праздничными мероприятиями. Хотел бы еще добавить то, что на следующий день, 8 октября, уже у нас состоится премьера. Это спектакль «Без витрил» Карима Тинчурина. Это тоже такая традиция, что в открытии сезона мы делаем премьеру. Его ставит Георгий Зурабович Цхырава, татарскую классику. Это впервые. Он в Тюзе раньше был режиссером. Он был раньше в Тюзе режиссером. Он ставил в нашем театре еще «Хануму» спектакль. Сейчас он работает в Омске, академическом театре в Омском. И решил, он сам предложил эту пьесу и классику татарскую. Слушайте, а как режиссеру вот русскоязычному работать с татарским материалом? Это как вообще? Нормально. У нас работали и китайские режиссеры, и режиссеры из Испании. А как происходит процесс вот внедрения, скажем, в культуру, в язык? Понимаете, у театра, театрального искусства, так как и пластики, нету языка. Есть эмоции. Эмоции, они не имеют границы, не имеют языка. Поэтому любой режиссер, русский или любой национальности, знает язык, не знает, он сразу понимает, видит, чувствует, что делает артист. Но, скажем так, где-то в балете, например, это проще, или еще где-то, да, скажем там, но когда речь идет о драматургии конкретно. Но там есть подсрочники. Это, наоборот, как бы слово. Да, есть самое главное слово в драматическом искусстве, но эмоции никуда не деться, и они есть. Тем более, когда в Камаловском они начинают ставить спектакли, они все начинают разговаривать на татарском языке. Да. Хорошо. Значит, давайте еще раз подытожим и позовем всех, когда, куда подходить, что это будет. 7 октября в 16:00 подходим к театру Галиаскара Камала, обнимаем театр, веселимся на площади и идем смотреть спектакль «Голубую шаль». И в этот день, еще 7 октября, забыл сказать, у нас еще одна акция. Мы раздали флаера. Специально они были напечатаны еще и в газетах. С этими флаерами с 15 часов предоставляются скидки на спектакли сезона театрального 111-го, 7 октября 16:00 с этими флеерами можно приобрести билет со скидкой на 10%. Отлично, это здорово. Они распространялись и в средствах массовой информации. Да, в газетах печатных. И распространялись, мы большой флешмоб провели буквально накануне в метро. Тоже очень интересно было, очень оживили. В московском метро. Нет, казанском метро провели. И оживили метро, я так увидел и вижу, и много фотографий и видеороликов появились уже в сети интернет. Ну а вообще на сегодняшний день-то можно еще приобрести билеты на 7 октября? Конечно, можно приобрести и по электронным системе, это театр, на сайте театра Галиаскара Камала. И в кассе, естественно, можно приобрести, еще есть. Может быть, чуть-чуть еще. Ну, проще говоря, то есть 7 в 4 часа приходишь, там тебе и флаер дадут, и скидку сделают, и праздник получишь, и на спектакль. Да. Всю информацию получите о репертуаре. Друзья мои, ну давайте еще раз всех пригласим. Это прекрасное мероприятие, прекрасный 111 сезон, 110 лет. Вот так вот, значит, Татарскому государственному академическому театру имени Галиаскара Камала. 7 октября приглашаем всех. Приходите, с 16:00 начнется праздничное мероприятие. Друзья, и театр обнимем, и посмотрим спектакль замечательный. Ну то, что вот традиция, еще раз, с какого года «Голубая шаль» идет? С 26-го года. 26-го года, ребята, это традиция. И самое удивительное, на каждом спектакле аншлаг. И куда бы мы ни приезжали, в какой бы город России не приезжали, там всегда на этот спектакль аншлаг. Его смотрят тысячи и больше раз. Значит, все-таки существуют такие пьесы, которые актуальны в любое время. Причем с 26-го года вот человек как пришел 26-го, он все с года в год ходит, он стареет. А может быть, если такие люди. А может, он благодаря этому спектаклю живет. Может быть, кстати, да. Поэтому, друзья, всех приглашаю 7 октября Татарский государственный
государственный академический театр имени Гляскара Камала открывает 111 сезон праздничными мероприятиями 0+. Друзья, у нас сегодня в гостях был замечательный человек, директор Татарского государственного академического театра имени Гляскара Камала Ильфир Якупов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Поздравляем вас с вашим праздником и с юбилеем и желаем, чтобы все прошло удачно. Спасибо. Счастливо.